Скажите, вы знаете, кто является председателем вашего студенческого совета? Понятия не имею. И, насколько я знаю, первый курс не участвует в совете. Ну ладно, а у вас проходили выборы председателя студенческих советов? Нет. Ты знаешь, кто председатель твоего студсовета? Председатель студсовета? У вас должны были проходить выборы. Нет. Вы знаете, кто председатель вашего студсовета? Вы не хотите со мной разговаривать? Как зовут председателя вашего студсовета? Лена Ближникова. Она студентка 3-го курса, очень веселый, позитивный человек. В очках такая, высокая, худенькая, очень живая. Знаю, что она поет. Веселая, очень задорная, всегда всем помогает. Иногда даже советы дает насчет преподавателей, как к каждому там относиться, чтобы не было таких курьезов. Лена, как ты думаешь, насколько хорошо тебя знают твои студенты? Мои студенты, думаю, довольно хорошо меня знают, потому что я открытый человек. В принципе, со всеми одинаково общаюсь. Твои друзья и родственники пользуются тем, что ты будущий медик? Да, очень хороший вопрос. Они не пользуются. Очень редко, кстати, поступают вопросы, как лечить то или иное заболевание. Чаще это просто объяснить, почему вот эта боль появилась, в каком месте. Да и я порой отказываюсь отвечать, потому что не имею должного права. Я еще не являюсь ни выпускником, ни врачом. Что ты в себе любишь? Ну, в первую очередь, думаю, терпение, что немаловажно, и усидчивость. А что не любишь? Думаю, некая эмоциональность, которая порой иногда мешает в учебе. Лена, как приобрести поклонников? Поклонников? Ну, слушайте, это, наверное, не ко мне вопрос. Я думаю, всегда надо быть очень открытым человеком, желать всем добра, излучать свет, не знаю, общаться, любить людей, любить разговаривать с ними. Этому учит нас и как и университет, так и школа, так и в дальнейшем жизнь. Что у тебя получается делать лучше других? Мне плохо получается проводить концерты. И назови свое самое яркое впечатление от учебы. Ой, вы знаете, очень много было впечатлений, начиная с самого первого курса. Каждый год это что-то новое. На первом курсе мы первый раз столкнулись с скелетом человека, пускай это макет сначала. Затем, я не буду, наверное, углубляться, очень интересные живые материалы, так скажем, формалинины. То есть ты должен пренебречь всеми своими какими-то привычками, ты не должен брезговать, ты должен работать именно в этом. И это в нас также воспитывают. На втором курсе мы много изучали химии, мы погружались в это все дело и начинали изучать патофизиологию уже на 3-м курсе и патанатомию. То есть тоже уже с живыми материалами, но уже патологическими. То есть это очень все интересно, впечатлений очень много. Каждый год действительно что-то новое. А теперь продолжим. Все медики мечтают О высокой зарплате. Мне сложно запретить себе Ложиться спать в 4 утра. Если в сутках появится 25-й час. И я пойду, заварю себе чайку и дальше сяду учить свой экзамен будущий. Свой белый халат я сменила бы на... Я бы его не сменила. Опиши себя в нескольких словах. Светлая, доброжелательная и коммуникабельная. Хорошо. И напоследок, можешь дать всем зрителям Студ ТВ несколько советов на новогодние каникулы? В первую очередь, это надо обязательно поздравить всех своих самых близких, родных людей, потому что у нас больше никого, кроме них, нет, и они всегда будут с нами на протяжении всей жизни. Также, конечно, не забывать о зимней сессии и сидеть, готовиться, не лениться, пускай учеба у многих начинается с 11 числа, но желательно начинать хотя бы с 5 января уже раскачиваться и вливаться в учебу. Не забывайте свой преподавательский состав, потому что это профессора, особенно у нас, это очень ценно, что они с нами занимаются. Думаю, им тоже следует уделить внимание. И как будущий врач, можешь что-нибудь посоветовать? Отвечу банально, не болейте.